1 600 000 000 рублей в течение этого года вложит компания Т+ в развитие энергетического сектора республики. Соглашение о сотрудничестве до 2025 года на площадке Петербургского международного экономического форума подписали глава Коми Владимир Уйба и гендиректор Т+ Андрей Вагнер. В числе приоритетных направлений завершение в конце 2023 года строительства газовой котельной в Инте. Новый объект стоимостью 1 200 000 000 рублей заменит старую угольную ТЭЦ. Север – это не шутки, и очень важно, чтобы в том числе и энергообеспечение было бесперебойное, чтобы оно было надежное. И в этом смысле, конечно, понятно, что как и любая отрасль энергообеспечения, это инвестиционно-затратная отрасль. И в этом смысле ПАО Т+ действительно очень надежный партнер, и мы совершенно точно понимаем и рассчитываем на то, что компания видит перспективы и вкладывает в Республику Коми, и это в конечном итоге устойчивое развитие республики в целом, ну и самое главное, точное понимание, что потребитель будет всегда с энергообеспечением. Из таких больших емких проектов нам предстоит в ближнее время, собственно, на 23 год, мы должны еще сделать революционное движение в городе Инта. Это, опять же, закрытие старой станции, появление нового надежного источника и многозонного. Модернизирует в Коми и лесоперерабатывающее производство, наладив выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью ОСБ плит. Это еще одно соглашение о сотрудничестве на ПМФ, которое глава Коми подписал с директором Промтехинвест Владиславом Федькиным. Для нас компания Промтехинвест является не только надежным бизнес-партнером, но и надежным социальным партнером, что вот для меня, как для главы, не менее важно. И действительно, Промтехинвест – компания, набирающая очень серьезные обороты. В 2020 году был подписан первый инвестиционный проект на 400 миллионов, и тогда это был проект полностью реализован. Было создано более 120 рабочих мест. Сегодня проект уже в разы больше, это более 2 миллиардов рублей. И это производство очень важных составляющих любого строительства, USB-плиты, и плюс еще и поддоны для газового оборудования. Владимир Викторович, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за высокую оценку нашей работы. Мы стараемся, будем стараться. В свою очередь хотел лично вас поблагодарить ваших коллег за тот инвестклимат, который сегодня создан в регионе, который нам и позволяет спокойно, целенаправленно инвестировать, развивать производство, вкладывать деньги, не переживать. Планируется выпуск почти 126,5 тысяч кубометров продукции в год. Будет создано 168 новых рабочих мест. В компанию планируют трудоустраивать выпускников сельских школ, прошедших целевое обучение в профильных учебных заведениях региона. Также работодатель намерен построить на селе благоустроенное жилье для молодых сотрудников. Ну а чтобы все планы предприятия были успешно реализованы, Промтехинвест получил грантовую поддержку от регионального фонда развития промышленности. Первый договор был также подписан на площадке Петербургского международного экономического форума. Именно ваша компания 2 года назад также первой подала, в принципе, заявку в фонд и получила займ нашего фонда, первый займ нашего фонда на реализацию вашего инвестиционного проекта. Мы очень надеемся, что это не последнее наше соглашение, что наше сотрудничество будет продолжаться. В Троицко-Печорском районе Коми будет модернизировано лесоперерабатывающее производство. Проект привлечет не менее 2 миллиардов 600 миллионов рублей инвестиций. Будет создано 112 новых рабочих мест. К 2027 году после выхода на проектную мощность предприятие планирует ежегодно выпускать 152 тысячи кубометров сухих пиломатериалов, 100 тысяч кубометров ОСБ и 52 тысячи тонн пеллет. Подписи под соглашением поставили глава региона Владимир Уйба и генеральный директор ООО «Печора-Северлес» Александр Котельников. Компания «Печора-Северлес» наш партнер,
и партнер, на которого мы возлагаем большие надежды, сейчас рассматривается материал по присвоению Печора Северлес почетного звания приоритетного инвестиционного проекта. Проект большой, 2,5 миллиарда рублей. И, конечно, это для нас очень важно, потому что новый участник ПИПа – это новые рабочие места, а их будет там более 100. Это новый вид продукции, новый для компании, это USB-плиты и объем пиломатериала в разы от того, что сегодня делается. Благодарю вас и правительство Республики Коми в нашей поддержке, в наших начинаниях. Поэтому, да, инвестиционный проект даст это увеличение использования эффективных лесов в Республике Коми и увеличению, как вы говорите, рабочих мест. Также в рамках Петербургского международного экономического форума властям Коми удалось достигнуть договоренности с организацией системной концессии. Соглашение подписали Владимир Уйба и председатель Совета директоров компании Олег Мамаев. В рамках него планируется построить мост через Сысолу на трассе Вятка-Верхняя Максаковка, создать круглогодичный детский оздоровительный центр «Тиманский» и реконструировать санаторный комплекс в Серегово. Вопрос, которым занимается системная концессия, это вопросы глобальные. Ну, во-первых, это инфраструктурное, это развитие дорожной сети, что для Республики Коми очень важно. Особенно для Республики Коми у нас более 300 населенных пунктов до сих пор не имеют круглогодичного дорожного сообщения. И еще один блок, это социальный блок, не менее важный. У нас есть очень интересный проект, он действительно очень интересен с точки зрения того, что он обеспечен, самое главное, как социальный проект, а это санаторий Серегово, я о нем говорю, обеспечен очень значимым и очень действенным фактором природно-климатическим, а это минеральная вода. Так вот этот минеральный источник, он действительно обладает уникальными свойствами, и сегодня им пользуется очень небольшое количество людей. Я верю в то, что инструмент ГЧП и концессии – это инструмент, который станет основным в ближайшие годы для реализации крупных, масштабных, а также массовых типовых проектов в дорожной, социальной и инфраструктуре ЖКХ. Мы понимаем, что именно вовлечение одновременно федерального финансирования, регионального, банковского и финансирования от частных инвесторов дает взрывной рост для реализации подобных проектов. То есть мы кратно увеличиваем количество проектов, которые можем делать в моменте, распределяя затраты на нескольких участников. Повысят в Коми эффективность в обращении с твердыми коммунальными отходами. Регион намерен снизить количество мусора, направляемого на захоронение, при этом увеличить объемы его переработки. Поможет в этом компания «Телеком Хаус». Она готова оказать содействие в создании инфраструктуры по обращению с отходами. Президентом Российской Федерации поставлен курс на экологию. Республика Коми в данном направлении проводит также огромную работу, колоссальную, поэтому подписание соглашения позволит нам усилить работу, начать проводить уже системную работу по созданию и уходу по созданию новых перерабатывающих заводов в сфере ТКО, а также уйти от такой уже на сегодняшний день абсолютно неактуальной системы захоронения отходов через полигоны. В рамках реализации национального проекта на сегодняшний день стоят ряд ключевых задач, решение которых позволит обеспечить более комфортную и экологическую среду для населения республики. Для этого очень важно уже сегодня в рамках ведения реформы четко соблюдать действующее современное законодательство, обеспечивать работу органов власти как с инвесторами, так и с населением субъекта. Это позволит эффективно и системно решать существующие проблемы. Еще одна важная цель – рекультивация опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидация несанкционированных свалок в границах городов в рамках федерального проекта «Чистая страна».